Добрый день, меня зовут Альберт Шакиров, и я приветствую вас на Минбаре истории. Сегодня мы находимся в одном из крупнейших районов Республики Татарстан – Арском районе. А наше путешествие мы начинаем с районного центра города Арск. Город расположен на притоке Волги, реке Казанка, в 65 километрах от города Казань. Арская крепость издавна была северным тыловым форпостом Казанского ханства, а сам район, в котором расположен город, татары до сих пор называют Козанарта – Заказание, буквально тыл Казани. Арская дорога была одним из густонаселенных административно-политических уделов Казанского ханства со смешанным этническим составом. Его центр, город Арск, многократно упоминается во многих письменных и фольклорных источниках в связи с политическими событиями на территории ханства. Все это привело к формированию здесь одного из нескольких центров развития татарского народа, нашедшего яркое воплощение в феноменах промышленной деревни, выделяющейся архитектуре, местных сельских построек, выдающихся научных и художественных произведениях представителей местного населения. А за самим регионом неспроста и надолго закрепилось народное прозвание Ок-Як, то есть светлая, белая, благородная сторона. Первые упоминания о барских землях относятся к 1278 году. Но более реальными и достоверными считаются русские летописи, которые были написаны в 1379 году. А непосредственно как город Арск упоминается и появляется в документах с 1495 года. Таким образом, мы можем смело утверждать, что городище, город Арск был заложен во времена Волжской Булгарии. Дальше он рос и развивался в составе Золотой Орды, а далее стал самостоятельным и очень влиятельным центром в Казанском ханстве. А после взятия Казани город рос уже в составе российского государства. И, естественно, именно здесь, в этих землях, мы сможем увидеть, проследить всю красоту разных пластов нашей истории. И сегодня мы отнесемся к ним со стороны просветителей, со стороны приходов и истории мечетей. Поскольку Арск на протяжении многих веков являлся центром целого региона в составе разных государств, он оказал серьезное влияние именно на весь Арский край, и его историю правильнее рассматривать в комплексе. Поэтому один из самых активных музеев Татарстана, находящийся в Арске, называется «Музей Заказания», и его экспозиция является ключом к пониманию темы сегодняшнего выпуска. Думаю, мы еще не раз вернемся к материалам данного музея, поскольку история просветителей этого края выстраивается в небольшой цикл взаимосвязанных передач. Основные темы можно выделить следующие. Это на сегодняшний день это Арск, начало Арска, и до сегодняшнего дня это как раз включает 2 этажа. Но самыми интересными, наверное, для людей это является как раз быт, культура Арского района и, скорее всего, просветители, которые очень были популярны и до сегодняшнего дня. По поводу именно темы просвещения, мечети и медресе, какие-то уникальные экспонаты есть, которые у вас хранятся? На сегодняшний день в музее сохранился у нас Коран XVIII века, он рукописный, и как раз хранится он у нас как раз на подставке, которая сделана из цельного дерева. В качестве общего введения к заявленному циклу следует отметить роль Арской крепости при взятии Казани в 1552 году. Русскому командованию пришлось выполнить крупный стратегический план для обеспечения тыла. 35-тысячный отряд под начальством Горбатова и Курбского взял после упорного сопротивления Арский острог. Татарские войска отступили к Арску и сдали его без боя. Были захвачены большие запасы продовольствия, освобождено много русских пленных. Взятие казанского форпоста, Арского острога, имело громадное значение, так как подорвало основной план обороны Казани и позволило русскому командованию все свои силы сосредоточить непосредственно против Казани, которая более не могла эффективно сопротивляться. Но роль Заказанского края не иссякла даже после взятия столицы. После этого ведь началось гонение, насильное крещение татар, именно, можно вспомнить, Лука Коношевич, его отряда очень сильно старались в этих краях. Но, несмотря на это, народ остался
верным своей вере. Все-таки вера, наверное, спасла этих людей, вера в идеологию, вера в ислам. И вы сказали, что очень много наличия просветителей, ученых, и это сыграло, наверное, свою роль. Даже сами русские утверждали, это не антисемитское высказывание, что это самый сильный, грамотный край во всей Татарии, потому что и ученые говорили, что поголовно 100% татар Арского края, они были грамотными. Можно сказать о том, что в маленьком Арском крае, маленьком по тем временам, были построены такие знаменитые мечети и медресе, как Синет-Ташкичум, Кашкар, Козылина, Курса. И здесь учились или учили многие знаменитые просветители того времени. После завоевания Казанского ханства и окончания так называемых Казанских войн сюда, в сердце Арской дороги, переселяется наиболее пассионарная часть татар, которая сохранила религию, искусство и в целом этнографию татарского народа. Поэтому в 17 и 18 века именно с этих селений за Казани начинается возрождение татарского народа. Сегодня мы направляемся в один из самых известных центров Арского района – село Карса. Название этого села увековечено и прославлено благодаря влиятельному богослову и мыслителю Габденасыру Курсави. С биографией Курсави и его просветительской деятельностью на самом деле связаны две Карсы – Верхняя и Нижняя Карса. Это соседние села, находящиеся так близко, что, наверное, не имеет смысла рассуждать о том, которое из них больше связано с Курсави. В качестве исторической справки отметим лишь тот факт, что Верхняя Карса была основана в период Казанского ханства, а Нижняя Карса известна с начала XVII века. К XIX веку жители обоих сел относились к категории государственных крестьян и кроме сельского хозяйства занимались печным, плотничным, портняжным, скорняжным и шерстобитным промыслом. Вот в таком трудолюбивом и ремесленном крае в 1776 году на свет появляется Габдунасыр Курсави. Авылларга Курсави нәселе кайчан килеп керде икән, кайчаннан билгеле икән, бабалары билгеле түгелме аның? Түбән Курсада туган нигезе Түбән Курса дип әйтәләр инде аның Курсавыйның. Менә шул авылда туганнар алар 4 малай бер кыз булган, апасаның Мәшкәре ниде Малмыж якларында булган, анда мәдрәсәгә барып укыган Курсавыйда дип, бик акыллы, фикерле кеше булган бит инде ул. Һәм менә шушы Бухарага барып укып кайтканнан соң, Курса якларына әйләнеп кайтып, монда инде ул мәчет мәдрәсә ачтырган дигән сүзләргә без ышанабыз инде. Шундый карашлар бар. Мәчет мәдрәсәсе кайсы авылда булган? Югары Курсада булган. Менә шушында Югары Курсада булган. Менә без шушы тирәләрдән барабыз, шушы урыннарда булган, һәм инде аның мәдрәсәсе укучылар торган урыны бераз гына моннан үтеп киткәчрәк дип әйтәләр инде. В первую очередь Курсави известен как реформатор, смело высказывавший свое видение праведного пути. Богослов опирался не только на багаж знаний, полученный от наставников, но и активно занимался самообразованием. Он постепенно выработал критическое отношение к поздней мусульманской богословско-правовой литературе и активно участвовал в богословских диспутах. В апреле 1808 года в Бухаре с целью выяснения богословских убеждений Курсави был созван Меджлис, на котором присутствовал сам эмир Бухары. В этом диспуте Курсави под угрозой смерти был вынужден признать свое поражение. По возвращении на родину Курсави продолжил преподавание, однако его новаторство в этой сфере, а также пренебрежение обязательной процедурой экзамена в Оренбургском духовном магометанского закона собрании вызвали резкое неприятие среди местного духовенства. Все-таки Курсави же был не одинок, наверное. Его мысли, вот эти смелые мысли, они сформированы именно в бухарский период. То есть он там получил какую-то подпитку для этих идей? Я думаю, что речь идет еще о двух традициях. Первая традиция – это татарская буржуазия Мачкары, и не случайно здесь всплывает имя Габдуллы Утимышева, потому что именно он поддержал Курсави и в период
юности. Именно на его деньги было профинансировано медресе Курсави, потому что буржуазия понимала, что необходимо соответствовать условиям нового времени с точки зрения правовой, с точки зрения богословской. Вторая группировка, которая оказалась на стороне Курсави, это была та часть духовенства, которая тоже понимала, что ситуация изменилась, притом такого духовенства было достаточно много в Заказани. Ну и третья традиция – это суфийская традиция. Курсави учился в Чор-Миноре, медресе Чор-Минор, у Нияскула Туркмани. И суфии тоже понимали, что необходимо обновление в каждом столетии. И, соответственно, они тоже понимали, что исторически Бухара обречена, если она не воспримет новации нового времени. Бухара, достигшая своего расцвета еще в XVI веке, на протяжении нескольких веков являлась центром просвещения, торговли и одной из влиятельнейших мировых столиц. В разные периоды в Бухаре насчитывалось около 200 медресе. Однако в XVIII веке Бухара переживает сильный кризис, и к началу XIX века город только вернул свой былой статус центра исламской религии. В Бухаре были восстановлены десятки медресе, в которых учились студенты из разных стран исламского мира. К 1910 году в Бухаре с населением 150 тысяч человек насчитывалось 364 мечети. Вот такой срез эпохи и местности, в которой Курсави нашел в себе смелость и знание заявить о необходимости перемен. Мы находимся постоянно в режиме путешествий, и поэтому наш взгляд частенько цепляется за интересные, уникальные вещи, которые мы никогда не видели раньше, и мы стараемся их подчеркивать и передавать вам. В музее деревни Средняя Курса мы обнаружили вот такой вот интересный экспонат. Кумар-Шульмеге, угольница, она сделана из дерева, то есть это маленький выдолбленный пенек, есть крышка, есть днище, и вот такое отверстие для высыпания углей. Даже не рискну сказать, что это редкий экспонат, потому что его вообще нигде еще не было. Продолжая тему угля, естественно, все вы видели вот такие стандартные утюги, в которые помещались горящие угли, и непосредственно ими гладили одежду в свое время. Но здесь мы нашли интересную модификацию. Утюг в разы более тяжелее, чем остальные, и он снабжен вот таким вот дымоходом. Не знаю, для чего он. Красиво это однозначно, но, возможно, благодаря этому дымоходу угли горели интенсивнее, и их хватало намного дольше. То есть утюг поддерживал свою температуру. Не утверждаем, но предполагаем, что именно такими вещами в быту пользовались в период Курсави, его соратников, возможно, даже его учеников. Тем удивительнее тот факт, что, будучи окруженными вот такими обычными архаичными вещами, каменным углем, деревянной посудой, эти люди, просветители, умудрялись изучать и преподавать географию, физику, риторику и просвещать целые населения, поселения вокруг себя. Безнең музейда аның менә шул кыскача биографиясе белән танышырга мөмкин. Аннары Рәйф Мәрдәнов тарафыннан менә музейга тапшырылган аның 2 шигыре бар. Билгеле авыр укырга, бу шигырьләрне аңларга да авыррак. Менә шуны без балаларга тәкъдим итәбез инде. Аннан соң интернетта Габдулнасир Курсави турындагы мәгълүматларны балаларга җиткерәбез. Аның менә шушы укучыларны да бөтен халыкны аң белемгә чакырган фикерләрен балаларга җиткерәбез. Курса авыллары гомумән ничәвалар, Курсавиныкы дигән курсасы кайсысы аның? Татарчасы белән русча исемнәрен дә әйтеп барыгыз әле, шуның картадан эзләп табарга. Менә Курсавыйны аны монда музейда бер бик иске газетада аны Түбән Курса авылында туган дип тә баралар. Түбән Курсасы инде, менә бу без әле Урта Курсада урнашкан, монда Урта Курсада торабыз. Безнең инде мәчет белән бәйле булгач Югары Курса да туган дигән мәгълүматлар да бар һәм Түбән Курса. Менә анысы инде шушында рәттән, Иш Курса рәттән урнашканнар. Югары Курса Верхняя Карса, Урта Курса Средняя Карса, Түбән Курса Нижняя Карса. Аннары бар тагын Смак Карса, Курса Пишмәк авылы, анысы инде бездән 3 километр ераклыкта урнашкан.
В одной карсе родился, в другой был имам хатыбом мечети и мударисом медресе, в третьей расположен его музей, а рядом с четвертой карсой находится родник, названный в его честь. Наследие Курсави под стать его судьбе такое же сложное, как земной путь богослова. 30-нчы елларда дин бетерелә башлаган еллар бит инде беләбез барыбызда. Менә ул вакытларда мәчетнең манарасы киселгән. Аңа кадәр булган мәчет манарасы бик биек һәм ул җәяүлеләргә, атлыларга юлда йөргәндә ул инде тамга билге булып хезмәт иткән. Шуңа карап адашмыйча йөргәннәр инде алар Курса мәчетенең манарасына карап. Һәм ул мәчет манарасы киселгән. Ул мәчет манарасын киселүне авыл халкы бик авыр кабул иткән инде билгеле. Хәтта өлкәннәрнең сөйләве буенча мәчет манарасын кискән кешеләр үзләре дә бик газапланып үлгәннәр дигән сүзләрне өлкәннәр белеп сөйлиләр инде ансын. Точно шулай булган. Менә шундый караш. Бу аннан соң инде бу бина безнең мәктәп булып торды. 85-нче елга кадәр ул мәктәп булды. Анда балалар белем алды. 200-дән артык бала белем алды бу бинада. Сыймый башлагач соңрак менә бу якта янкырма эшләнгән аңа. Менә бу якта янкырма эшләнгән булган. Аннан соң инде Урта Курсада яңа мәктәп бинасы төзелгәннән соң берничә елдан менә 90-нчы еллар башы булгандыр инде ул 80-нчы еллар ахыры 90-нчы еллар башында яңадан аңа манара куелды инде. Под воздействием идей Габдунасыра Курсави формировались взгляды Шигабуддина Марджани, который развивал некоторые положения учения Курсави в своих трудах. В начале 20 века идеи Курсави нашли отражение в трудах Габдуллы Буби, Мусы Бигиева, Зиаддина Камали и ряда других татар-богословов. Насколько актуальны труды Курсави? Когда мы говорим о Марджани, например, который все-таки более-менее является преемником его учения, некоторых его мыслей, которых он их все равно развивал. Да, Марджани на сегодняшний день это такой основной просветитель. А Курсави может ли с ним сравниться по популярности? Марджани досталась эпоха индустриальной цивилизации с ее пароходами, паровозами и, самое главное, печатным станком. Марджани удалось при жизни издать целый ряд своих работ. От Курсави было напечатано только, по сути, одна работа «Аль-Иршад лиль-Ибад». И Курсави умер рано, так что его ученики не смогли развернуть пропаганду. Но мы видим на примере Марджани, мы видим на примере стерлибахских мударисов Тукаевых, еще целого ряда мударисов. Это и Поволжье, это и Приуралье, это Западная Сибирь. Мы видим, что они поддержали идеи Курсави, и ключевая идея была в том, что настало для мусульман время практически столь же важное, как эпоха пророка Мухаммада и его сподвижников. И поэтому нужно опираться на Иджму, на единодушное согласие общину, на Коран, на Сунну, но необходимо решать проблемы в соответствии с реалиями нового времени. Повторяюсь, Курсави четко понял, средневековье закончилось, началось новое время. Либо мы будем конкурентоспособны в это новое время, либо вопрос стоит о том самом инкиразе, исчезновении, о котором у нас так любят вспоминать в связи с Исхаки. Но то, что именно Курсави называют первой ласточкой нового времени, это четкое понимание, которое сформировалось уже в конце XIX века. Вся традиция реформы в правовой сфере и в реформе богословия увязывается с именем Габдунасыра Курсави. Так почему же слава этого имени не угасает до сих пор? Я постараюсь вам привести смысл одного из утверждений Габдунасыра Курсави. Он говорил: в большинстве своем у коранических текстов есть 3 уровня понимания. Самый первый уровень доступен даже простым людям, которые мало-мальски владеют языком. Второй уровень доступен богословам, специалистам, которые в рамках дозволенного масхабом и в рамках необходимости, допустим, при решении каких-то правовых вопросов, имеют право заниматься толкованием этих текстов. Третий уровень недоступен никому. И эти смыслы можно постичь только в том случае, если к ним существует дополнительное разъяснение в самом Коране или существуют сунны пророка. Тем самым
Курсави обращался к самому первому уровню текстов. Он говорил, что эти тексты, эти смыслы может постичь любой человек. И каждый мусульманин должен стремиться к знаниям. Каждый мусульманин должен заниматься самообразованием и развивать себя. Естественно, эти изречения логичны. Я уверен, что все наши зрители закивали головами. Но, несмотря на то, что в исламском мире полемика на эту тему существовала, богословы, философы вели эти беседы, иногда даже споры, но для Поволжья того времени и для Приуралья того времени изречения Курсави были сверхсмелыми. Курсави понял, в какой эпохе он находится, и он понял, что закончилось Средневековье и началось новое время. И поэтому его противниками были две основных группировки. Первая – это двор Бухары и духовенство, связанное с Бухарским двором, которое хотело в неприкосновенности сохранить средневековую традицию тотального контроля. А вторая группировка, которая выступила против него, это абызы. И здесь ключевую роль играл Утыс имени. Абызы, в свою очередь, пытались изобразить картину, что татарское сообщество может не замечать российское государство. Татарское сообщество может жить своими средневековыми устоями и грезить о золотых временах Булгара и Казанского ханства. Курсави обвинил своих оппонентов в неверной интерпретации идей, заложенных в Коране, сведению их к грубому антропоморфизму. Ограничивая применение иджтихада вопросами социально-правового характера, Курсави переносил акцент с богословских проблем на общественные, нацеливал мусульман на активное отношение к жизни. Наличие подобных тезисов делает труды богослова актуальными по сей день. А на самом деле важно то, что его труды переизданы в переводе на современный язык. Но здесь идет вопрос о создании целостной доктрины российских мусульман. И здесь в этом отношении, конечно, речь стоит за духовными управлениями, речь стоит о том, чтобы воссоздать эту традицию именно с точки зрения вертикали власти и системы религиозного образования духовных управлений. Как духовное управление мусульман Республики Татарстан, так и духовное управление мусульман Российской Федерации достаточно открыто говорит, что традиция Курсави является для них важной, и с определенной частью наследия знакомства есть. Но сейчас важно, чтобы была выстроена единая целостная система понимания роли Курсави. По мнению Курсави, ученый, убежденный в истинности своих взглядов, имеет право действовать по собственному усмотрению, даже если его поступок вызывает осуждение большинства. Человек, отстаивающий истину, равновелик общине, утверждал Курсави, подчеркивая таким образом самоценность отдельной личности. И он смог это доказать на примере собственной жизни и безвременной кончины. Дин укыту, алдыңгы караш, алдыңгы фикер, ул инде Курсауи заманынан Курсаны иракларга таныткан Курсауи инде ансы. Чөнки Ираклардан килеп, менә шушы Курса мәдрәсәсендә белем алмаган шәкертләрне хәтта Бухарада да укырга алмаганнар дигән сүзләрне дә ишетә беләбез без. Курсавиның үзе төзеткән дигән берәр мәчет мәдрәсәсе билгелеме аны? Нәкъ менә үзенеке дигән. Булган ул, булган. Ләкин бинасы сакланмагандыр инде аның. Ул кайда булган? Ул да шушы тирәдә булган. Менә шушы тирәдә булганнар инде барысы да. Память о Курсави сохраняется не только благодаря переизданию или дополнительному изучению его трудов. В этом деле велика доля его односельчан, земляков, которые живут в наше с вами время. Я не говорю о том, что существуют родники, устанавливаются памятные знаки, которые связаны с именем Курсави. Его односельчане всячески пытаются сохранить и прикрепить память о нем к конкретным местам. Например, вот здание древней мечети. Эта каменная мечеть была построена на средства купцов второй гильдии Апанаевых. Согласитесь, это громкая фамилия, которая известна не только в пределах Казанской губернии. Но даже эта мечеть до сих пор носит имя
Курсави, называется мечеть Курсави. Мечеть построена здесь не просто так. Именно здесь, в центре прихода, где имамом служил Габдунасыр Курсави, располагалась первая деревянная мечеть села. Именно здесь стояло здание медресе. Именно здесь проживали шакирды. И не случайно здесь же, в этой части села, построена и открыта в 2020 году новая мечеть села Курса. Курсави оставил более 10 сочинений на арабском языке, толкование 1/7 части Корана на татарском языке. Кроме того, сохранились отрывки из его писем, в которых он излагает взгляды по проблемам исламской догматики. И это наследие лишь одного из многочисленных богословов Заказания, чьи труды оказали серьезное влияние на укрепление ислама в России.